Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, мы рады вас приветствовать. Нам Гурув. Рустам Аджаев. И, наверное, Рустам, уже пора познакомиться с нашими звездными гостями, да? Да, конечно, я думаю, дождь. Давайте начнем вот с этого самого большого столика, да? Ну да, по калмыцкой традиции слева направо, как говорится. Пожалуйста. Да, ну и первый столик, который сегодня у нас звездный, это... Давайте просто подарим громкие аплодисменты Эрвена Аргаева. Ваши громкие аплодисменты! Вот она, наша красавица. Мы скажем, наверное, даже так, народная артистка уже давным-давно. Да, народная артистка Республики Калмыкия, заслуженная, наверное, России уже надо давать. Вот, и, конечно же, ее команда, это команда ЭОС, Эрвена Аргаева Студио. Пожалуйста, ваши бурные аплодисменты. Данзан Аксенов, звукари, спонсоры, наверное, да? Вот, так тоже бывает. Все те, кто будут платить сегодня за счет. Да. Давайте, наверное, с вами познакомимся, да? Можно, я думаю, микрофон передать. Да. Пускай Ирена представит гостей, все те, кто сидит и кто за что отвечает. Я думаю, всем интересно, с кем ты сидишь за столом. Сегодня пришла моя команда и мои друзья. Хочу представить вам знаменитого рэпера, молодого, самого крутого рэпера Данзан Аксенов. Аплодисменты. А также хочу представить звукорежиссера нашей студии Цирена. Спонсор, скажем так. Ну, не спонсор. Мои друзья Диана и Роман. Диана и Роман. А Диана чем занимается? Диана, она творческий человек, архитектор. Ну, я творческий человек, занимаюсь всем понемножку, люблю все красивое. То есть вы занимаетесь, расшиваете костюмы? Да, я Да, закончила. камнями, да, какими-то... твои костюмы. То есть все те костюмы... Нет, не все. Не все. Какую-то часть, так понял, да? Самые красивые. Самые красивые. Ну, понятно, что самые красивые, конечно. Самые красивые работы это мои, да? Можно представиться и рассказать немножко о себе чуть-чуть. Меня зовут Роман, я супруг этой прекрасной девушки. Занимаемся Ремонтом. Ну, вы знаете, вот здесь как раз вот такая аудитория, думаю, можно немного порекламироваться. Почему нет? Потому... Да. Как? Минген? Нет, мы на себя. Элит. Элит? Ну я вспомнил. Давайте поаплодируем. Такой замечательная компания Элит. Отлично, здорово, прекрасно. Я думаю, что вы пришли к нам, наверное, не с пустыми руками, да? Попозже мы услышим, да, какую-то, наверное, композицию, да? То, что у вас происходит на студии. Потому что нам, я думаю, всем интересно будет, какой продукт вы делаете. То есть это рэп? По-любому. И не только рэп, да? И не только. По-любому. Первая песня называется «По-любому», да? Все, я понял, отлично, хорошо. Так, у нас здесь еще вот такой столик замечательный. Здесь красивые сидят ребята, спортсмены, те, кто бросает вызов всем подряд. Все, кто хочет подраться за этот столик, пожалуйста. Да, которые... Да, помахаться хочет, пожалуйста, сюда. С любым выйдет, раз на раз, разборки. Выезжайте тоже, да? Да. А Диана Эрткин у нас здесь. Тема 2000, да, как раз вот группировки, да? Все начинается. Я понимаю, да, наверное, фильм скоро, наверное, будет снимать. Нет? Думаю. Слово «манджика», наверное, называется. Да, за нашим столиком, да, слово «манджика». Да. Нормально. Слово «Адьяна». Давай так лучше. Ну или так, да. Да, давайте мы вам, наверное, предоставим слово. Адьяна Эрткин, все знают, наверное, да, Диана? Все знают, ну, я думаю, все знают этого замечательного парня, как можно сказать, директор или кто, идейный вдохновитель Джунгарии, да? Все крутые тусовки, концерты, землячество проводит этот замечательный парень. Ну, такой скромный, сидит, наверное, по шее получил. Сейчас попозже у нас... Да, расскажи немножко о себе, немножко чуть-чуть представимся гостям. Всем привет. Аплодисменты! Так, можно не вставать, да? Ну, ты все правильно сказал, занимаюсь общественной деятельностью. Я думаю, половина из присутствующих гостей на меня подписаны, знает, чем я занимаюсь. По поводу спорта, да, стараюсь поддерживать форму. Недавно провел бой. И вообще в планах есть такое желание проводить бои среди медийных личностей. Рустам
предлагал тоже. давай. Поп ММА, да? Да. Конечная цель это пропаганда здорового жизни. Вот. Да, ну мы полностью тоже. А так параллельно занимаюсь как ивентами, мероприятия в Москве, концерты. Кстати, вот у нас здесь в Элисте 14 февраля на День влюбленных будем проводить концерт, сольный концерт Геляны Бимбеевой. Обязательно приходите. Аплодисменты, аплодисменты. Да, мы готовим очень крутую программу. Где, кстати, будет В приходить? Калмгосфилармонии. В ДК, да, наша? И все новости можно узнавать в группе в Джунгарии, ВКонтакте, в Инстаграме. Подпишитесь. И Ну, также да. можете на меня подписаться, Диана Аркатын в Инстаграме. Вот. Геляна Бимбеева, я скажу, наверное, народная артистка уже, да, республика, по 1000 лет назад уже. Кезяна Бяджи, да, когда это было, да, все, когда Геляна начинала. Ну, Геляна, расскажи, пожалуйста, я думаю, гостям интересно, что же ждет гостей, зрителей на концерте 14 марта? Что будет? Будет что-то 14 новое? февраля. Ой, я Всем извиняюсь, здравствуйте. Февраля, да. Сообщаю новость, которую мы придумали буквально 2-3 дня назад, о том, что 14 февраля будет сольный концерт Геляны Бимбеевой. Программа еще формируется, но обязательно будет какой-то лирический блок. Но я думаю, что свои хиты обязательно надо тоже спеть. Но каждого из вас жду 14 февраля. Приходите, будем обмениваться любовью. Вроде сказали, как живой звук будет, да? Да, конечно. Да, живой звук. Я да? думаю, что исключительно. Мне кажется, Геляне нужно еще сделать концерт. Было бы очень круто под симфонический оркестр что-нибудь. Мне кажется, вообще будет круто. Что-то новое, интересное. Адьян, пожалуйста. До 14 февраля мы не успеем. Я понимаю, но еще и следующее 14 февраля. Естественно. Да, поэтому я думаю, что будет прикольно. Людям увидеть что-нибудь новое, ты где-то в красивом платье. Обычно в некрасивых платьях. Нет, в выхожу. таком другом, Тут не национальном хоть стиле. Повод будет Не в выйти, национальном надеть стиле. красивое платье. Конечно. Да, хорошо, Да. Рустам, я поняла. Спасибо. 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 Нет, тебе спасибо. Да, это мы так любим друг друга. Очень сильно. И, наверное, представим еще одного нашего гостя, да, очень известного, очень интересного гостя. Это девушка, которая занимается 1500 миллионами бизнесами. Она занимается всем, чем можно. Живет в Калмыкии уже достаточно давно, да, уже лет 15, наверное. Чем она только не занималась. Вот, вы еще много подробностей о ней узнаете, о ее жизни. А так она просто очень хороший и замечательный человек. Написат Сулейманова, друзья, ваши громкие аплодисменты в миру Назифа Серебро. Всем Да. привет! Все меня знают как Назифа Серебро, но на самом деле я Написат. Я даже знаю, почему ты встала написать, потому что ты, наверное, хотела показать, как же ты похудела, да? Да, конечно. Это опять же мое новое дело. Про меня говорят: пришла, увидела и победила. Проснулась, захотела и сделала. Так и есть. Нет ничего невозможного, стоит только захотеть. Так что вы можете также прийти ко мне до конца января со скидочкой в мою услугу и приобрести стройную талию. Жду вас у себя в салоне. Это был камень в мой огород, походу, да? Ну, Да, давайте я еще думаю. хочу сказать, на самом деле, всем нашим девушкам пожелать, что не нужно ничего бояться. Нужно верить именно в себя, в свою силу. Если вам внутренняя ваша интуиция подсказывает, что надо идти и делать, несмотря ни на что, даже что у вас в кармане ноль, обязательно найдутся нужные люди, нужные слова, нужное место и время, потому что Вселенная на самом деле все видит, слышит и помогает. Как будто стихотворение прочитал. Не, это напомнило больше Ольгу Бузову. Да, жизнь одна, говорит, кайфуйте. Абсолютно Я правильно. про это. У нас тут очень много гостей, как раз вот ребята подходят, у нас здесь как раз вот говорили про спорт. У нас пришел наш прославленный, наш, не знаю, как это назвать, вот, Титан, самый Ladies, мощный. Да, можно я представлю? Да, конечно, можно. Ladies and gentlemen, встречайте, the world champion Баир Штебин. Аплодисменты! Да, и, наверное, Баир, я на расстоянии к тебе подойду, потому что опасно. Вот. Немножко пару слов о себе. Чем ты сейчас занимаешься, что у тебя будет, какие у тебя будут бои, в каком, так сказать, в какой лиге будешь драться. Вот. Все хотели бы узнать об этом, о твоей вообще жизни такой спортивной. Так, всем добрый вечер. Меня зовут Баир Штебин.
Что же сказать? В феврале у меня намечается бой. Проведу, скорее всего, в Казахстане. Турнир будет в Казахстане. А соперник откуда? По сопернику пока еще нет информации, но думаю, в ближайшем будущем будет известно. По поводу, чем я сейчас занимаюсь, это тренировки, тренируюсь, также тренирую детей в спортивном клубе «Гром». Если есть у кого-то дети, Приводите, да? да, приводите. Будем воспитывать настоящих калмыцких богатырей. Отлично. Аплодисменты, да, неплохо, неплохо. Ну, как раз ты вот сюда вовремя пришел, потому что здесь очень много состоятельных людей. Да. Да, можно продать один какой-нибудь костюм Эрвены и на нем можешь сесть туда-обратно еще 2 раза. Да, спасибо. Нет, давайте вот у нас рядом здесь сидит еще парень же. Замечательный, красивый, в очках тоже. Тоже, как я, наверное, очкует. Возле Баира сидеть. Опасно, да? Представься, пожалуйста, расскажи, ну мы-то тебя знаем. Да, всем привет. Я вас всех не знаю. И вы меня тоже, наверное. Меня зовут Коля. Я занимаюсь юмором, продвижением юмора в нашей республике, в нашем городе. Являюсь руководителем школьного КВН, занимаюсь стендапом и пытаюсь популяризировать вот это направление среди детей, молодежи, студентов. Что еще сказать? Женат, ребенок есть. В центре живу, не работаю пока. Если есть предложение, готов к сотрудничеству. Квартира своя, главное? А? Квартира своя? Квартира не своя. 25 тысяч снимаю, это вообще ужас какой-то. Откуда такие цены? Но я чуть позже буду выступать, я об этом с вами поговорю, посмеемся, поговорим. Это я промолчу лучше. Аплодисменты! Коля Спасибо. некультурный. Бескультурный, да. А, бескультурный, Именно. бескультурный. Был некультурный, уже бескультурный стал. Да. Нормально. У нас здесь еще гости. С той стороны сидят, здесь сидят 2 Лены, 2 красивые Елены, я сказал бы даже, да? Вот они, самые красивые. Елена Даванова, Елена Настинова. Давайте поаплодируем им. Аплодисменты, аплодисменты. Пожалуйста. Я думаю, что вас и так все знают, но я думаю, лишний раз не помешает о себе рассказать, да? Что? Потому что я знаю, что вот этот замечательный человек, который мотивирует меня. Не я ее, она меня мотивирует. Она вечно куда-то в горы, куда-то идет. Что-то там она покоряет Эвересты. Что-то делает, Баир. Ты если что, вот можешь уроки взять. Как жить так, чтобы не скучать. Пожалуйста. Всем здравствуйте, я Елена Настинова. Меня уже здесь представили. Наверное, начнем, что я Айрат, магазин смартфонов. Наверное, это все знают. Также я организатор квизов в городе iMoms и iMix. И сейчас хотела рассказать про свое хобби, которое переросло в такое большое увлечение. Я организатор Ран Уралана. И наш Ран Уралан пройдет пока дата еще может плавать, на фестивале тюльпанов 21 апреля. И я приглашаю всех участвовать. И точно так же я приглашаю участвовать и присоединиться к забегу РФ, который пройдет 19 мая. Круто, аплодисменты. Да. Я думаю, мы всем залом потом пойдем туда обязательно. Я так думаю, поучаствуем. что да, наверное, к концу Надо. вечера уже пойдем. Уже пора. Да. Что-то еще какие-то, может быть... Я очень рада вас видеть сегодня. Спасибо за приглашение, ВРТ. Весело находиться здесь. Наверное, вечер обещает быть очень интересным. И я рада вас видеть. Нам Сыр и Рустам. Я вообще Рустама поклонница. Сегодня Спасибо. будем петь, Рустам? Да, споем, конечно. Спасибо большое. Обязательно. Да, сегодня у Рустама будет сольный концерт. Мы ради чего и собрали вас. На самом деле, да. Это была замануха просто. 48 песен, да. До 12 мы управимся, не переживайте. Вход 400, выход 5000. Можно микрофон, да, передать? У нас еще одна Лена здесь есть. Я думаю, что есть много. Всем чего здравствуйте, я не буду вставать. Приятно с вами всеми познакомиться. Да, мы с Еленой Александровной сегодня вдвоем пришли, увидели вас, расслабились, а то мы всегда в работе. Вы знаете, мы занимаемся развитием женского предпринимательства, только вот вернулись с Москвы. И хотим вас пригласить 17-18 февраля, примерно в один из этих дат мы проведем большую бизнес-конференцию по личному бренду. То есть сейчас мы активно занимаемся развитием личного бренда, помогаем, обучаем. И у нас пройдет такая конференция, обязательно приходите. Я извиняюсь, перебью. Это личный бренд, получается, смотрите, вот у меня, например, бренд Худой Вайнс. То есть вы можете его раскрутить, да? Но мы не раскручиваем, мы обучаем, Ну, а вы его обучаете, да. раскрутите сами. Батюшки. Тебе надо сам раскручивать.
Хорошо. Вы, главное, придите, очень интересно. Отлично, аплодисменты этим двум Все замечательным. артисты, между прочим, да, все культурные, Между творческие люди. Вот, у нас, по-моему, еще должны быть гости, да? Ну, я думаю, пока закончились, я думаю, что... А еще, знаете, вот по поводу личного бренда, да, я из-за чего вот так сказал. Здесь сидит одна девушка, ее лицо было очень сильно узнаваемо раньше. Вот, она когда-то вы работали в золотом магазине. Да, да, он как будто я, говорит, как будто я не к ней подошел. А, да, говорит. Вы можете себе представить то, что я наблюдал за вами все это время, пока вы висели там, и я теперь вживую вас вижу. Вот понимаете, это уже личный бренд получается, да, на самом деле. Да, наверное, тоже предоставим слово, да? Ну, конечно, почему нет? Я думаю, что есть рассказать, что рассказать и как начинающим, наверное, девушка, может быть, раскрутиться, с чего начинать и что надо делать при этом. Всем здравствуйте. Очень приятно, что вы меня узнали. Хотела бы пожелать всем хорошего вечера. Она разволновалась просто, да. Ну, конечно, ты врасплох застала такая звезда сегодня, да? Ну, а как, у нас только так, только так. Ну что, я думаю, что мы со всеми гостями уже познакомились, примерно понимаем, кто с нами сегодня сидит в одном зале. Давайте просто поаплодируем друг другу все за то, что мы все вместе познакомились. Это же прекрасно, когда есть такие тусовки, вечеринки, когда можно в неформальной обстановке подойти, взять кредит, не знаю, там, защиту попросить у Баира, или просто пойти бесплатно на концерт Геляны Бимбеевой или Ирвины Аргаевой, да? Ну, еще и серебро купить бесплатно, да. Да, сразу, можно прям сразу сухо снять и забрать, да? А потом еще после этого пойти в Айрат, и тебе бесплатно тоже дадут путевку в Турцию за 25, по-моему, тысяч, да? Ну, я думаю, что, скорее всего, Елена скажет, надо сначала со мной покорить Эверест, а потом посмотрим. И пробежать 10 километров. Ну, или да, хотя бы посетить Оран-Уралан. Ну, это, кстати, про Оран-Уралан, мне кажется, это очень крутая идея, вообще классно, что вы продолжаете это дело, это очень здорово. Спорт, вот как раз тут Баир Штепин сидит тоже. Почему бы нет? Все вместе поучаствовать. Да? Да. Мы обязательно побежим, и нам сыр тоже побежит. Как раз. Самое главное, чтобы я побежал, да? Он побежит обязательно. Да, я побегу, не переживайте. Так, ну, что, я думаю, наверное, потихоньку надо начинать нашу программу, да, небольшую? Да, я думаю, давайте будем начинать. Это как раз вот у нас здесь был, ранее говорил о своих проблемах, да? Да. Коля Бескультурный уже. Мы приглашаем нашего первого гостя. Ваши аплодисменты! Аплодисменты громче! Да, всем привет. На самом деле очень непривычно выступать на такую новую, скажем так, для меня аудиторию. Данзан, Наран, я надеюсь на вас. Поддержите меня хоть как-нибудь, да. Но не так прям. Так, ну что ж, начну потихоньку. Да, для начала можно поприветствовать. Спасибо большое. Меня зовут Коля, мне 26 лет, и совсем недавно я стал отцом. Кто не знает, я организатор вечеринок в городе для молодежи, проводим неформальные тусовки. И совсем недавно, буквально 3-4 месяца назад, моя жизнь сменилась резко с барной стойки на пеленальные столики и всякие распашонки, пустышки. Наверное, давно уже ходят в легенду, отмечают дни рождения, там еще что-то, да, какие-то моменты радостные в жизни. Но никто, наверное, не задумывался, когда она открылась. Вот мне бы хотелось бы у вас узнать ответ на этот вопрос. Кто знает, как бы, ну, я говорю вот про Геляну, про Ирвину, да, вы, наверное, по-любому знаете. Вопрос к остальным гостям. Когда открылся ресторан «Легенда»? 2000-е, а поконкретнее чуть-чуть, так, чтобы пожарче было, поближе. Есть варианты? Ну, почти тепло, так, Назифа Серебро уже почти прям рядом. Какой? 15-й? Нет. Конечно, аплодисменты, Назифа Серебро, дата открытия ресторана «Легенда», 2012 год. Да, и самый дорогой подарочек, который сегодня, наверное, есть у нас в городе, это, конечно же, яйца. Самые вкусные яйца, спасибо тебе большое, написать. Молодец. Яйца подарили, тебе ждем на хинкал.
Обязательно, обязательно. Я хинкал люблю. вариант, Да. Так, теперь следующий вопрос. Кто вот ходил раньше, да, вот, особенно в четверги, когда были легендарные четверги, и мне хотелось бы узнать, кто знает самый первый артист легендарного четверга? Кто один из первых артистов выступил здесь в легенде? Кто сказал? Аплодисменты тому столику Лид Жигаряев, конечно же, да. Вопрос такой. Все знают нашу самую известную, самую замечательную певицу, да, Гиляну Бимбееву. И мне хотелось бы узнать, какая песня впервые прозвучала в исполнении Гиляны в национальном костюме. Какая песня? Кто сказал Чингисхан? Батюшки, вот мужчина, да, такой, сидит вальяжно, вот, да. Вам достается, конечно же, тоже приз, вот так, спасибо большое. Конечно же, это была песня Чингисхан, самая известная песня, да. Ну, не только самая известная, еще много песен. Да, в другой аранжировке, но там было, по-моему, что-то связано с рестораном, кажется, да? Следующий вопрос. Это один из наших приглашенных гостей, Баир Штепин. И, это, наверное, больше вопрос к мужчинам, скорее всего, да? Мужчины. Кто назовет рекорд Баира Штепина? Рекорд? То есть сколько выигранных боев? Много. 10? Не, мы говорим про Штепина, не про главу. 7, 10 или 7, да? Так, Баир сам уже думает, 10 или 7 я выиграл. Так, еще есть варианты? 13? 29? Или как Хабиб, да, 29-0? Так, Баир, наверное, лучше знает. Сколько боев у тебя было? 25. Кто сказал 14? Вы сказали неправильно, я хочу сказать, да. Кто еще скажет правильный ответ? Ближе, вот вы были близки. 17. Аплодисменты, конечно же, 17 боев у Баира выигранных. Пожалуйста, я сам принесу. Теперь, поехали дальше. Здесь уже более такой вопрос, знаете, немножко сложноватый. Но тот, кто следит за нашими творческими людьми, за нашей творческой молодежью, а именно за Данзаном Аксеновым, еще раз аплодисменты. Это Диакс, да. Это известная песня «Пробуждайся, Калмыкия» вместе с коллабой с Букланом, да? Или нет? Я тогда не знаю. Я тебя пока не знаю. Ладно. Не, зачем? Петь не надо. Подожди, скоро споешь. Вопрос будет просто про тебя. Данзан когда-то участвовал в одном известном проекте таком для рэп-исполнителей. Он назывался «Рэп-завод». Здесь просто нужно будет сказать, на какое место занял Данзан на этом мероприятии. Третье? Не третье. Вот, правильно, конечно, второе место занял Данзан. Молодец. Так, теперь, смотрите, здесь уже вопрос будет больше к таким, так скажем, общим моментам. Все ходили на массовые, да? Поднимите руку, кто был на массовых. Что, все, что ли? На массовых кто был? Все остальные были как чушпаны, да? Дома сидели. Так, ладненько, хорошо. Вопрос тогда к тем, кто поднял руку. А тебя вообще не было, не поднимай руку. Маленький был еще. Так, как назывались два самых распространенных мест для встречи на массовых? Часы и... Как? Правильно, часы и львы. Вот два наших гостя ответили. Все вот эти моменты массовые, все помнят, да? Вот. Галерку. Хорошо, вы только погромче, пожалуйста, погромче. Вас много, видите, все болтают и невозможно перекричать. Вот. Ну а мне хотелось бы пригласить на нашу сцену нашего замечательного, прекрасного, молодого, энергичного рэпера Данзан Аксенов, в миру Диакс. Всем здравствуйте.
Пока у меня появилась такая возможность, я хочу пропиарить нашу студию Эрвена Аргаева. Можно, пожалуйста, аплодисменты для этой студии? Мы стараемся, хотим вносить что-то новое в нашу республику от себя, от лица молодежи. И я считаю, что мы делаем все возможное, чтобы привнести новшество. Конечно, какой-то консерватизм нам нужно оставить, но новшество, я считаю, нужно для развития нашей республики. В нашей республике имеются такие люди, которые могут морду набить, которые могут хорошую песню спеть. Я, конечно, тоже могу хорошо, но не так талантливо, как Диляна или Эрвена, потому что это люди более опытные, нежели чем я. Но одно я знаю точно. В нашей республике у каждого человека есть одно чувство общее. Это любовь к нашей родине. А если у нас есть одно такое чувство на всех, то получается у нас есть в перспективе один общий интерес. Это развитие нашей республики. Так я хочу, чтобы мы все шли вместе к этому одному общему интересу. Спасибо большое за мое вступительное слово, что выслушали. Голосуйте за партию ЭОС. Только за Рустама не голосуйте, пожалуйста. Город, не шикалимые мосты, малый регион, и здесь я буду искренним. И с корням мы все беды не искореним. Я это понимаю сам, но послушай, не важно, кто ты сам. Уличный пацан, серьезный дядя или мальчуган, нам всем открыты двери в эту страну бумба. Хоть она ее маловато и бывало худо. Это мой город, маленький народ, нашей крови кипит духовный огонь в узких глазах. Вперед, несмотря на отца, кручу колесо сансары, не жму на тормоза. Музыка города лелеет мои уши, запах моей родины не спутать никогда. Будто моя мама обнимает и добра. Я хочу услышать, как играет та домбра. Это мой город, это мой город. Я люблю гулять по нему один. Это мой город, это мой город. Мини Балсон, это мой город, это мой город. Я люблю гулять по нему один. Это мой город, это мой город. Мини Балсон, любимый наш листинский город. Манабаншин, Кишигабада, Ханмигам, Кюмшталь, Шитерда, Зумыгенте, Тюрюздарчко, Ханмин, Танчану, Тарчко. Нет из пацанаты, забываем обо всем. Я слишком молодой, и амбиции лавины. Я верю, что когда-нибудь прославлю свой дом. Все пока здесь, обвиваю всю малину. Обычными словами простого пацана я пытался достучаться до нашего народа. Послушай, друг, не важно, кто ты сам, важно, что в груди горит пламенный огонь, да. Это мой город, это мой город. Я люблю гулять по нему один. Это мой город, это мой город. Мини-Балсон, это мой город, это мой город. Я люблю гулять по нему один. Это мой город, это мой город. Мини-Балсон, Всем удачи и любви. Данзан Аксенов, Диар. Мы ждем вас всех в нашей студии Эрвены Аргаевой. Да, студия Эрвены Аргаевой, ЭОС. Краткое название. Ну, смотрите, друзья, мы не зря как бы затронули тему 2000-х, да, вот даже по движениям Данзана, вот вы заметили, да, как он двигается вот это, вот так вот. Раньше помните же, да, когда вот сидишь на дворе, а там какой-нибудь подходит, ну, так скажем, с группировки, да, он же вот так ходил. Здорово, типа, есть что? Как тираннозавры ходили. Да, как тираннозавр. Вот немножко, да, спародировал Данзан на тот момент. Вот, и к чему мы возвращаемся, друзья?
Все, наверное, помнят моду 2000-х, моду тех времен. Вот. И, Рустам, наверное, иди к нам, поболтаем о моде 2000-х годов. Вот. Мода, конечно, была интересная. Кто помнит клёши? Кто носил клёш? Есть у нас? Опять эти букетки, да? Мне кажется, все носили клёши в то время. Даже те, кто был в группировках. Да. Мы ходили в обычных джинсах, а потом домой заходили, потому что, да, хотелось тоже быть модным. Давайте вспомним немножко, да, вот здесь много парней, Баир, Садьян, да, мужчины наши, Андрей. Такой вопрос, казачки носили? Адьян не носил, да? Адьян, наверное, маленький был, да? Все, я понял. Почему Адьян не носил, если он старше меня, но я там носил казачки? Но он как-то прошел мимо этого. Клёш был, но казачков не было. Хорошо. Так, мы все помним сериалы. Помните, мы залипали вот эти сериалы? Давайте вспомним, какие сериалы самые любимые были у вас. Ирвена, какой сериал ты смотрела? Елена, ребята? Ирвена не смотрела? Елена, ребята, вообще-то был... Некогда было, да? Да, брат, целый день. Как Дикий ангел. Бесконечные вот эти вот, да? Арки. Что еще? Клон, конечно же, правильно, клон. Тони Лунатик? Тони Лунатик? Что за сериал вы смотрели, Ирвена? Табиган. Да, еще что смотрели? Еще какие? Дикая роза. Батюшки. Ну вот, казачки не носил, Дикую розу смотрел. Как? За армянина? Не понял. Кармелита. Я съездил за армянина, думал, что за сериал такой. Тоже нормально. Вавилонская башня? Ничего себе, я только что про нее вспомнил, и вы сказали. Что, нас, как нас земля держит? Пусть земля как меня держит. Пойдет тоже, отлично. Неплохо. Так, а помните, когда вот говорили заранее, да, до этого, что мы ходили на массовые, да? Тут, я думаю, практически все ходили на массовые. Вы же помните, да, что делали на массовых? В круг. Да? Букетки знают по-любому. Ну, я знаю, что они знают. Да. Они сейчас почти кругом сидят. Вам надо еще на столик сложить все сумки и возле них танцевать. Я думаю, что все танцевали. А что происходило с человеком, который проходил прям через этот круг? Ой, все, да. Ну, вот это было. Уносили с собой, да? Потеряли пацана, да? Потеряли пацана. Да. Что еще вы вспомним? Покемоны. Вы помните, да? Эти замечательных покемонов. Кто бегал по всему городу, как сумасшедший, искал их? Елена, вы, наверное, по-любому, да? Тоже принимали активное участие, да? Мультик. То есть тогда уже начинали бегать потихоньку, да? Потом... Подарки всем достанутся, не переживайте. 4 покемонов известных. Пикачу, Райчу, Кичум, Бульбазаур. Аплодисменты, неплохо. Вот теперь вы знаете, кто смотрел эти покемоны больше всех. Так, и у вас, наверное, есть вариантики, да? Так, секундочку. Пикачу. Мяу. Мяу, это вы меня сейчас звали так или что? Мяуды. Опять она мяукает. Что происходит? Мне кажется, заел пленочку немножечко. Ну вы поняли, да. В принципе, вы назвали самых известных, которые когда-то были. Ну, подарочки, наверное, да, подарим? Да, обязательно, я думаю, конечно, обязательно. Пока нам несут подарочки, я хотел спросить, вот тут опять возвращаемся к нашим массовым. Помните, делились еще, да, помимо группировок таких основных, у нас еще было такое понятие, как киноманы, гранжи. Помните такое, нет? Не помните? Ты помнишь? Кто еще помнит? Кто был кем? Киноманы, гранжи, еще были кто? Помните кто? Рэперы, еще кто? Металлисты и чушпаны, правильно. Да. Честно говоря, Рустам, вот этот стол, знаешь, он напоминает какую-то группировку, реально, да? Ты видишь, как они сидят, отвечают,
Кушают даже они вот по-группировски как-то. Ты заметил, у них почему-то 2 официанта. Да. Не знаю почему. Так. Что у нас еще? Так, ну, киндер-игрушки-то понятно, мы все собирали, да? Еще и девчата, наверное, все носили. Учитывая особенности наших девчоночек, красивых калмычек, носили джинсы на низкой. Ура! Никто не пришел. Вот знаешь, вот я заметил, я вот пришел, когда в зал мы посмотрели, я заметил, что практически никто, кроме Написат, по-моему, да, вот она одела клеш, никто практически не оделся. Вот еще, да? Да, вот да, джинсовая. Парик одели, да? Парик, да, и джинсы. Да, это даже модно было носить парики. И родня до сих пор с нашей группы носит парики. Все никак не может завязать с этим красным телом. Так, ну, конечно, да, моду 2000-х выдержали у нас не все, конечно, но можно отметить некоторых, да, это где, вот это на шее, которая, да, батюшки, понятно, да, ой-ой, аплодисменты, как она вот это вышла, вот это вот сделала все моменты. Ради этого она и пришла сюда. Да, на самом деле ради этого и пришла сюда. Так, ну что, нам немножко можно, наверное, отдохнуть чуть-чуть, посидеть. Дело в том, что у нас есть еще один наш друг, наш гость. Я хотел бы пригласить, пожалуйста, под ваши самые бурные аплодисменты, человек, который, наверное, основал вообще танцы, культуру брейк-данс, хип-хоп и все, что с ним связано. Санал Горяев, давайте поаплодируем. У Санала в то время, знаете, у всех были такие клички, да, танцевальные. У него была кличка «Бибой Отец». Вот это раньше называли брейкеров бибоями. Да, правильно же, да? Правильно. Бибой, да. Бибой Отец, он основатель, ему сейчас 53 года, но он хорошо выглядит, потому что занимается танцами активно, постоянно. Танцует везде, где это возможно. Мы сейчас просто хотели показать вам, какие танцы были раньше. Если вы вспомните их. Вы помните, какие танцы были раньше? Как танцевали раньше? Как они назывались, эти танцы? Вспомните, нет? Не вспомните, да? Давайте мы тогда просто покажем, да, Санал? Покажем, что это? Первый танец, помнишь, какой был? Тектоник, все помнят, нет? Ура, сразу вспомнили, да? Давайте, мы сейчас не просто вспомним, но немножко покажем. Санал продемонстрирует вам тектоник. Нам, сыр, пожалуйста, можно нам специальную музыку, которую мы подготовили для этого танца? Небольшой мастер-класс для вас от Санала Горяева, который покажем. Будем вспоминать. Поддержим Санала. Сейчас. Он вспоминает просто. Спасибо. Знаете, танец напоминает такое ощущение, как будто Санал вырос в Саганамане, да? Отгоняем всю эту шушеру, которая летает вокруг нас, да? Следующий у нас есть замечательный танец, который называется просто, да? Брейк-данс, который мы танцевали все раньше, да? Нижний, верхний, там средний был, боковой, не знаю, какой там брейк-данс. Ну, Саналик, покажи им, пожалуйста, как раньше танцевали на дискотеках. Наверное, вспоминаете эту песню, да? Диджей Аллигатор. Вашему вниманию представляется танец Electric Boogie. На сцене чемпион России по Electric Boogie Санал Горяев. Пикатович Баджаев. Всем добрый вечер, как будто вас еще не видел. Так рад вас видеть. Впервые сегодня. Как в старые добрые времена, у меня есть, конечно, минусовки всех этих песен, которых мы пели раньше, но я подумал, что все-таки, чтобы максимально мы все погрузились в то время, когда все это начиналось, я спою для вас под гитару, как
это раньше было. Ну, первая песня, если вы знаете эти песни, я думаю, я был бы рад, если бы мы вместе с вами спели эти песни. Эксклюзивный момент, друзья. Падает снег, замело пути дороги, долгая ночь, тихо дремлет у порога, огонек свечи дрожит. Вы без тебя я по тебе скучаю, я свечою догораю, я свечою. Где ты сейчас? Кто ж теперь тебя так любит? Долгая ночь нас по совести рассудит. Если в чем-то был неправ, я раскаюсь, я не скрою и приду с повинной головою. И приду с повинной, плачет свеча мне в ладонь, роняя слезы, и по стеклу бьются ледяные розы. Знают истину давно, голубых метели стужу. Ты нужна мне, я тебе не нужен. Ты нужна мне, я тебе. Все вместе. Долгая ночь, тихо дремлет у порога, огонек свечи дрожит, тени на стене качая. Без тебя я по тебе скучаю, я свечою догораю, я свечою догораю. Аплодисменты громкие. Да, когда это было, когда на гитаре не было. Кстати, заметил, Руслан, у всех выражение лица было флешбеком, да? Все сразу переписаны. Ну а следующая песня, она такая, ну, тоже из тех времен. Эту песню я хотел бы спеть, конечно, для всех вас. В первую очередь, есть одна девушка, которая пришла сюда, понтовала своими бедрами, специально для Иришки. Я не знаю, с чего мне начать. Я не знаю, где мне искать. Я не знаю, кто ты и где.
Значит, я прошу. Так я не ухожу еще. Ты присутствуешь даже во сне. И все вместе. Словно тень, привязанная ко мне. Ты присутствуешь даже во сне. Словно тень, привязанная ко мне. И давайте вместе со мной. Разреши мне взглянуть на тебя, таинственная моя. Порой мне кажется, что мои мечты, воображения. Но я буду верить вопреки судьбе, что ты откроешь мне все двери. Но я буду верить вопреки судьбе, что ты откроешь мне все двери. Разреши мне взглянуть на тебя, таинственная моя. Таинственная моя. Таинственная моя. Давайте последнее приспоем, что раньше, знаете, как мы когда просто между собой разговаривали. Потому что, я скажу честно, мы сейчас снимаем фильм про группу «Легато». Совсем скоро он выйдет уже, этот фильм. Вы вспомните те времена, там люди рассказывают о том времени, что же было, как они ходили на концерты, как они, не знаю, плакали, смеялись, радовались вместе с нами. Но в свою очередь, конечно же, если бы не Тастаева Борисовна, которая стоит там скромненько, то, возможно, группа «Легато» не просуществовала бы так долго, потому что она всегда нас поддерживала, кормила, поила, одевала нас, бомжей босоногих. Спасибо вам большое. Эта песня звучит для Тастаева Борисовны, чтобы этот ресторан процветал, и чтобы он становился все круче и круче, чтобы наши с вами вечеринки проходили круто. Давайте вместе споем. Если знаете эту песню, я уверен, что вы знаете. Гитару чуть тише сделай. Ты от нас стоишь и смотришь вдаль. Над тобою кружат журавли. Поет песню ветер о любви. Видишь, всадник скачет по степи. Где-то там вдали, где-то там вдали расправит крылья, взлетают орлы. Где-то там далеко. Где-то там вдали волки воют о степи. Где-то там
Скачет он к тебе издалека, поднимая на дороге пыль. Почему все люди без конца, без конца? Думаешь, что ждать всего лишь быль, всего лишь быль. Где-то там вдали, расправив крылья, взлетают орлы. Где-то там далеко, где-то там, где-то там вдали волки воют о степи. Где-то там далеко, где-то там далеко. Спасибо, спасибо. Я очень трудно вспомнить свою молодость. Ровно 25 лет назад впервые мы спели эти песни. И, вроде как получилось, да? Чуть-чуть. Спасибо. Группа «Легато. Успех», который невозможно повторить. Что ж, друзья, настало время уже нам подвигаться, потанцевать. Все уже немножко засиделись. Танцевать будем? Я не слышу легенду! А еще громче! Через полчаса. Но это не точная информация.